23 января 2012 года исполняется 85 лет ДОСААФ России. С 20-х годов 20 века в России получили широкое распространение различные оборонные организации. Общество друзей воздушного флота, Доброхим, ОСО «Авиахим». Основными направлениями этих организаций были организационно-массовая работа среди населения, военная работа, противохимическая и противовоздушная подготовка, развитие военных видов спорта. В 20-х годах прошлого века все это требовало особого подхода. Молодое советское государство, изнуренное гражданской войной, не могло позволить себе иметь большую армию. Красная армия, претерпев значительное сокращение, не могла вместить даже половины молодых людей призывного возраста. Необходима была структура, которая взяла бы на себя функцию подготовки массовых боевых резервов невойсковым методом. Выход был найден через создание в стране массовых добровольных оборонно-патриотических организаций, Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства, ОСО «Авиахим». С первых дней своей жизни Сталинградский губернский совет ОСО «Авиахима» особое внимание уделяет сплочению и укреплению своих рядов. Уже менее чем через полгода только среди рабочих завода «Красный Октябрь» насчитывалось около 1000 членов ОСО «Авиахима». В школах Сталинграда и области создаются кружки юных друзей ОСО «Авиахима». Авиамоделирование, стрелковый тир, парашютный спорт, радиокружки, голубиная почта, тактика и военное строительство. Чтобы не только привлечь граждан в общество, но и увлечь их работой, в нем руководство Сталинградской ячейки ОСО «Авиахима» использует всевозможные способы. В августе 1933 года создан Сталинградский аэроклуб. Лозунг «Учись стрелять по-ворошиловски» подхвачен и в Сталинграде. Только лишь при одном Сталинградском тракторном заводе работало более 30 стрелковых кружков. В условиях надвигающегося военного конфликта 40-х годов ОСО «Авиахим» стал бесценным резервуаром, из которого в любой момент можно было пополнить ряды вооруженных сил вполне подготовленными кадрами. С началом Великой Отечественной войны ОСО «Авиахим» полностью сосредоточился на оказании помощи Красной армии. На фронт ОСО «Авиахимовцы» Сталинграда уходили целыми учебными организациями. Вместе со своими воспитанниками ушли на фронт начальник автошколы ОСО «Авиахима», руководители военно-морского клуба и школы связи. Сталинградский аэроклуб вместе со всем имуществом и личным составом был передан военно-воздушным силам Красной армии. Для борьбы с вражескими диверсантами из числа ОСО «Авиахимовцев» создавались истребительные батальоны. Заработали десятки учебных центров по подготовке истребителей танков. Принято решение о создании народного ополчения на территории области. Военному делу их обучали сталинградские ячейки ОСО «Авиахима». Позже из бойцов ополчения будут готовить минометчиков, снайперов, связистов. Когда враг подошел к городу, навстречу ему вышли истребительные батальоны и подразделения народного ополчения, в составе которых преобладающее большинство составляли члены ОСО «Авиахима». В эти тяжелейшие дни все сталинградские ОСО «Авиахимовцы» проявили образцы стойкости, мужества и самоотверженности. После окончания Сталинградской битвы численность областной организации по сравнению с состоянием на начало войны сократилась почти в 3 раза. Однако, начиная с 1943 года, ситуация начала меняться. Предстояло формирование трофейных команд и саперных групп по разминированию города.